Коми завершается дополнительный отбор проектов в рамках программы «Народный бюджет» на этот год. Напомним, для реализации в 2022 уже отобраны 505 проектов на общую сумму 360 миллионов рублей. Но список было решено расширить. Какие проекты хотят предложить от Ухты, расскажет Виктория Науменко. Главное условие дополнительного отбора – проекты должны касаться благоустройства территорий. При этом их реализация не должна стоить свыше 1 миллиона рублей. В Ухтинском районе под эти критерии попали предложения 4 пригородных поселков и деревень. Именно здесь небольшая сумма может точечно решить наболевшие проблемы. Подъезд к деревне Гожевяк, он грунтовый. Там постоянно происходят, там проходит большая техника, есть много жалоб от населения, что в определенных местах затруднен проезд. Вот этот есть там, мы сейчас определили эти несколько мест, в которых будет произведен этот ремонт. По подъезду к поселку Гардиэль, это асфальтовая дорога, когда-то была, она никогда не ремонтировалась, сегодня она находится, практически асфальта нет, и если все удастся, то практически всю, половину дороги это покроет новым слоем асфальта. Ну и на Водном есть подъезду 2 места, где колейность большая. Собрание с гражданами этих населенных пунктов уже провели. Осталось дождаться решения на региональном уровне. На дополнительные проекты республиканские власти намерены потратить почти 30 миллионов рублей. Это сэкономленные средства. Сумма немалая, потому в Ухте надеются, что по меньшей мере хотя бы один из 4 предложенных проектов будет в итоге выбран. Пока же в муниципалитете готовится к реализации 14 уже утвержденных на этот год народных проектов. Успеть воплотить их в жизнь нужно до ноября. Большая часть касается отдаленных и пригородных поселков муниципалитета. В селе Кедвовом и деревне Паромец будет произведено благоустройство кладбища. Там они попросили, чтобы сделали ограждение кладбища. Значит, в Сидью пешеходная дорожка к школе. Значит, замена окон в школе номер 9, это в Сидью тоже. Значит, дворовая территория совхозная 5 там попала, там благоустройство этого двора, плюс контейнерная площадка. В поселке Борово будет обустройство детской площадки дополнительное. А в кинотеатре Дома культуры поселка Водный ждут установки тифлокомментатора – оборудование для граждан с ограниченными возможностями зрения. С его помощью зритель с особенностями здоровья может получать лаконичное и емкое аудиоописание происходящего на экране. Это позволит людям с плохо видящим, слабовидящим, слепым и плохо слышащим, позволит им получить такую же информацию и поход в кино наряду со здоровым человеком. В Ярихском спорткомплексе «Шахтер» на средства программы «Народный бюджет» обновят хоккейный корт. Почти 10 лет здесь не ремонтировали борта. Мы их, конечно, чиним, подремонтировали, подкрасили, как говорится, привели в соответствие, но все равно они выходят из строя. Планируем монтаж, демонтаж и восстановить все будет, все красиво. В самой Ухте в 2022 году планируют реализовать только 2 народных проекта. Первый – это долгожданные дополнительные вольеры для приюта «Добрый город». Местный предприниматель построит сразу 20 штук и, возможно, наконец решит проблему нехватки места для бездомных собак. А второй проект – это этнокультурный музей в Ухтинской школе номер 5. Экспонаты, кстати, уже собраны. Как дети, так и родители принимают активное участие, именно собирают экспонаты с разных деревень, сел нашей огромной республики. Поэтому я думаю, что экспонатов уже достаточно. Только ждем уже, когда музей будет открыт. Я думаю, к сентябрю 2022 года музей должен быть открыт. Работы над проектами уже стартовали. Тем временем власти Ухты сформировали график обсуждения проектов на следующий год. До 20 июня в 20 муниципалитетах региона запланировано провести более 400 собраний. 20 из них пройдет в Ухте. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.